Всем привет! Утренний эфир на ВЭФ-202. Городские условия, Кишинев. Только-только рассвело. Еще 6 часов утра нет. Еще фонари горят. Вот он, красавец. ВЭФ-202. Средние волны. С 530 килогерц и вверх по частоте. És vesz egy napói jegyet, eljön és megnézi, hanem azért jött el, mert jó volt ott lenni, és akkor igazából elég sok. Gyergyószent Miklós, ugye egy kisváros. Az elején az is... Румыния. Слушате ни на Ултра. Еще Румыния. 103 МГц. Айдос 88. Българский горизонт. 7,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботев връх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Жевел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Корутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Рявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Хотбърг 13, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg. Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро. Хороший проект.
Ez volt a célja egy fiatal textiltervezőnek. Reporterul nostru Alina Stănuță are detalii. Сачева от ГЕРБ СДС. Как ще се увеличава осигурителната вноска в 800 de miliarde de euro de către țările europene pentru investiții în apărare. Discuțiile de la nivelul CSAT cu privire la planul de răspuns De asemenea, membrii CSAT vor analiza ședința convocată municipiului Chișinău și a Găgăuzia. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost examinat. Apărare și ordine publică. Potrivit autorilor, regionalizarea poliției are drept scop reducerea cheltuielilor administrative, eficientizarea modului de gestionare funcțională, precum și furnizarea publice de calitate în corespundere cu necesitățile cetățenilor. Prin această propunere desfășoară primul tur al alegerilor prezidențiale. La sediul MAI a avut loc ieri o ședință a Comisiei. Iran. Duminică 4 mai. Structurile Ministerului de Interne vor fi dublu solicitate la sfârșitul săptămânii, când este și mini-vacanța de 1 mai, a subliniat chestorul general de poliție Bogdan Despescu. Potrivit acestuia, Michigan, unul dintre statele cheie în realegerea sa. Evoluția bunului simț, rezumat șeful Casei Albe primele acțiuni. Перед ударом около Высокиевский, Немышлянский, Слободский, Салтовский, Ченский районы Украина. raportul Agenției Națiuni pentru Securitatea de Informare, care detaliază atacurile. Ну и длинные волны. Что-то поляки не работают. Антенна сателлит. Обратно на средние волны. Listaház. Videósorozatban mutatja be a kár. Ora 22 în manșa la fotbal. De partea cealaltă, Paris Saint-Germain are avantaj în față. Și după amiază, excepția sărbătorii de 1 mai și a zilei de duminică. Cel mai lung conclav din istorie a fost cel care a dus la alegerea papei. Finalelor Ligii Campionilor. Защищала государство, не в ущерб интересам других. Вести Особенно актуально. Континент должен стать пространством мира и стабильности. Основой для создания такой архитектуры могли бы стать уже действующие многосторонние формы сотрудничества, такие как союзные государства, ОДКБ, СНГ, а также Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, АСЕАН. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно держаться за историческую память, вцепившись зубами. Иванович Шуйков
писал: «Мы, живые участники боев за Сталинград, свидетельствуем, что здесь наши воины не знали страха в бою, не отступали перед смертью, вели сражение с такой решимостью, что даже мертвые не выпускали из рук оружие». Добавить к этому нечего. Мы все с вами кланяемся героям, которые смогли выдержать смертоносный удар, встать во весь рост и отбросить озверевшего врага, погнав его до Берлина. Россия ждет лидеров целого ряда государств на торжествах в Москве, сказал Путин. В Кремле также рассчитывают, что воинские расчеты многих стран-участниц форума в Волгограде примут участие в параде 9 мая. Позже Владимир Путин и Александр Лукашенко провели отдельную встречу. Принципиальные подходы России к урегулированию конфликта на Украине сформулированы и пересмотру не подлежат, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи. Радио ЯС. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.